Олегу Сенцову исполнилось 40 лет. Крымский политзаключенный отпразднует свой юбилей в колонии номер 1 города Якутск. Киевляне поздравили украинского активиста с днем рождения. Общество глухонемых записало видео поздравления. Активисты из Комитета солидарности вывесили поздравительный баннер на мосту над улицей Институтской. В эти минуты на Майдане Незалежности проходит акция в поддержку украинского режиссера. На прямой связи с нами наш корреспондент Эльвина Сидбулаева. Эльвина, вы в эфире. День рождения узника Кремля Олега Сенцова отмечают здесь, на Майдане Независимости. Олегу Сенцову сегодня 40 лет, из них 2 года он провел в неволе. В начале акции участники акции провели флешмоб. Одни читали его произведения, другие читали его биографию, а третьи читали произведения о нем. И предлагаю вам послушать. Друзья, и собака отошла на второй план, как жена, с которой продолжаешь жить, но перестаешь замечать. Потом, окончив школу, я поехал учиться в город и дико видел уже 3 раза в неделю. Я его гладил при встрече, иногда при расставании. Любил ли я его? Конечно, любил, но любовь это уже походила на привычку, на любовь к старикам. Здесь пришли друзья и активисты, родственники, и организации, правозащитники для того, чтобы поддержать и выразить свою солидарность. Так как у Олега вышло несколько книг, он был также режиссером, то сегодня решили прочитать как отрывки из его последнего слова, так и отрывки из книги рассказов. 2 года назад, 11 мая, Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко, Геннадием Афанасьевым и Алексеем Чернеевым задержали в оккупированном Крыму. После вывезли на территории России. Их обвиняют в терроризме. И месяц назад Геннадий Афанасьев вернулся на родину, в Украину, и сегодня пришел поддержать Олега Сенцова. Прошу послушать его речь. Що ця людина, він не лише борець, що він не лише та людина, яка може виходити на мітинги та боронити нашу державу там. Це режисер, він талановитий, він знімає фільми. Це людина, яка має таку наснагу в мистецтві, що може писати книжки. Я писав листи, 2 листа вже написав йому. Це були листи з мапою України. Це така невеличка провокація для його охоронців. Бо вони вважають Україну частиною Російської Федерації. А я йому надіслав саме Україну, та є і Крим, де є і схід України. І йому це буде дуже приємно, бо мапа України заборонена у в'язниці. Я сподіваюся, вона дійде. А в самому листі я йому написав, що Олеже, це дуже зворушливо для мене та несподівано, що я особисто можу написати, надіслати тобі листа. Я перепрошую і кажу тобі пробач, але більш нічого я не буду тобі казати, бо відтепер я буду лише робити і доводити до тебе саме справою те, що я хочу тобі висловити в словах. Среди тех, кто пришел на Майдан, есть и сестра узника Кремля, крымского татарина Мустафы Дегерменче Мавиле. Она приехала из Крыма. Ее брат находится в СИЗО в оккупированном Крыму уже больше года и обвиняют его по так называемому делу 26 февраля. Я пришла поддержать Олега Сенцова. Сегодня Олег Сенцов незаконно удерживается в застенках СИЗО. Сегодня также его день рождения. Это действительно очень такая важная дата, потому что он является патриотом Украины. Также я хочу сказать, что мой брат Мустафа Дегерменджи сегодня в Крыму также уже более года содержится в тюрьме. Я рада сегодня находиться здесь. Олега Сенцова хочу поздравить с днем рождения, пожелать ему терпения, чтобы он с гордостью выдержал все эти испытания, которые ему сейчас приходится переживать. Ну и, конечно же, скорейшего воссоединения со своими родными. На Майдане собралось много людей, среди них и активисты, и журналисты. И все они с нетерпением ждут возвращения Олега Сенцова, а вместе с ним и всех политзаключенных на родину. Студия. Спасибо, Эльвина. Это была наш корреспондент Эльвина Сидбулаева с Майдана Незалежности, где проходит акция в поддержку Олега Сенцова.